были определенные кадровые проблемы перед этой игрой, особенно в обороне. Получилось, что из тех игроков, которые находились в обоими клубах, мы слепили, как говорится, из того, что было. Первый тайм, может быть, не так провели, как хотелось бы. Второй тайм провели лучше, но видите, как бывает. И старались, поговорили, старались прессинговать, кое-что получалось. Ну, опять же, вот те моменты, которые Борисов создал, он использовал. Поэтому, конечно, по второму тайму не должны были 2 мяча пропускать, но так получилось. Поэтому поздравляю БТ с командой, квалифицированная команда, поэтому где, как говорится, где тонко, там и рвется. Пытались со счета 0-1 уйти, но вот второй мяч пропустили, вроде как и момент прошел, поэтому такой результат. Пожалуйста, вопрос Фазлов. Вячеслав Минский, белорусский футбол. Немана только 7 очков после 12 туров. С чем связывается такой неудачный старт по сравнению с прошлым сезоном удачный? Ну, вы видите, как у Немана получается. Мы пока у нас очень большие проблемы в реализации моментов, у нас проблемы в атаке, а есть ребята чувствуют. В общем-то, по этой игре-то по самоотдаче, по каким-то, особенно по второму тайму, тяжело предъявить претензии. Вот. И учитывая по этой игре, ну, вот так складывается. Для нас в этом году складывается хорошо, когда хорошо. В прошлом году мы тоже начинались не очень уверенно, ну, немножко были, может быть, я не хочу сказать, не камень бросить в этих ребят. Все-таки 7 человек, 6 новых в составе играет, и появляется какая-то, они, ну, достаточно переживают за то, что происходит, и вот именно за любую какую-то ошибку нас соперник наказывает. Я думаю, наверное, мы должны и обязаны выйти из этого положения, мы это сделаем, но пока вот так происходит. Вы постоянно меняете вратарей. Почему сделали выбор в пользу Курганского? Ну, по большому счету, у нас по прошлому году, если вы следили, 2 равных вратаря, и это и Дима Дударь, и Сергей Курганский, давали шанс Артуру Малиевскому, учитывая лимитчики. Вот. Поэтому не из-за того, что мы меняем, шарахаемся, из-за того, что все-таки есть какой-то недельный тренировочный цикл, который есть тренер по вратарям, и, в общем-то, я стараюсь не вмешиваться в игру вратарей, поэтому он определяет, рекомендует, скажем, там, того или иного вратаря. Здесь к Курганскому, ну, какие вопросы можно предъявить? По большому счету, ему-то меньше всего. Может быть, там уже второй гол, казалось бы, блокирован был, но вот так получилось. Если брать в общем, если у вас план, как вытащить Немана на черный быт, План вытащить Неман. Нам надо забить и не пропустить, вот и весь план. Не могу сказать, что у нас в этой игре были какие-то 100% моменты, но вы видите, нам Сауту в первый мяч забили, говорю, из-за каких-то индивидуальных ошибок в обороне. Именно не коллективных, а индивидуальных ошибок. Поэтому, конечно, Неман выйдет из положения, вы в этом не сомневайтесь, но иногда жизнь и судьба испытывают команду и меня, и, в общем-то, на прочность по каким-то технико-тактическим действиям там, и так далее. Я не могу сказать, что в этом году Неман играет хуже, чем в прошлом году. Просто в прошлом году у нас впереди был Марушич, по академиям, они могли те моменты, которые создавала команда, реализовать в этом году немного не получается, но я думаю, что если мы их создаем, рано или поздно мы должны их будем реализовывать. Опять же, есть вопрос тут в каком-то психологическом отпечатке, который ложится на команду во время игры. Это ответственность все-таки за результат, конечно. Я говорю, что по этой игре там не такие, что мы моменты создавали 100%, но по тем играм, которые были, очень много моментов мы не реализовали. А, к сожалению, это все остается за кадром на табло счет, поэтому мы имеем то, что произошло.
Ну, играли с боевой командой, которая никогда никому не уступала. Так и игра, в принципе, показала. Была интересная, в принципе, такая, много очень борьбы, много стыков. Ну, в принципе, много не дали дать сопернику впереди, но у них были определенные там подходы. Но, в принципе, все равно сыграли так четко, достаточно качественно в обороне и, в принципе, заслуженно победили. И, ну, это, конечно, хорошего соперника, и тому очень рано. Все. Пожалуйста, вопрос. Замена Умару в перерыве больше воспитательный момент, недовольны ли вы? Да нет, просто на парня так, молодой парень, талантливый, давят. Там, ну, когда ты футболист Батэ, да, эти там разные долбочесы, я бы так сказал, выбрасывают какое-то там видео там и так далее. Понятно, на него влияет. Видно, что переживает. И парень верующий, порядочный, никогда не замечен и в коллективе, и везде. Любят его, да, и уважают, и ценят. И понятно, что он начал дергаться, переживать. Не получается, хотел тут 2-3 забить, да, доказать там всем, но он должен понимать, что ты должен уравновешивать, ты в Батэ. Понятно, мы там какие-то там определенные санкции проведем в эту сторону по многим моментам, но это просто наш талант, и мы за него готовы отстаивать его и ни в коем случае его не ломать, и только поддержим. И он так переживает, что и родители там плохо подумают, мама очень сильно, и говорит, ну, зачем это так было сделано. И я могу сказать честно, его родители должны быть им горды, потому что это, ну, очень хороший парень, реально профессионал. И понятно, что выходят эти дергания. Но чем раньше это он пройдет, это хорошо, тем он более будет мужественный, более нормально воспринимать моменты и, в принципе, доказывать это на футбольном поле. Команда достаточно стабильно идет в чемпионате, побеждает, но при этом отставание от Шахтера не уменьшается. Насколько вы смотрите таблицу? Ну, вы же поймите, ну, а что смотреть? Ну, Шахтер бьет рекорды, ну, что мы можем сделать? Делай свою работу, там посмотрим. Турнир длинный, посмотрим. Ну, тут же не могу ничего сказать, моя задача тренировать, футболистов играть, так что журналистов уже сопоставлять там факты и так далее. Делать нужно свою работу. Приоткроется завесу с повреждениями Щербицкого и Вильямсона. Насколько долго они будут восстанавливаться? Они были за границей, и, в принципе, там очень долгие были, много решали по ним. Там, ну, Вильямсона там сделали небольшую операцию, сроки восстановления, ну, минимум 2 месяца. И, в принципе, Щербицкий будет сейчас по индивидуальной программе работать, тоже сроки восстановления где-то в этом диапазоне. Была информация, что Яков Филиппович может перейти в турецкий клуб. Можете это прокомментировать? Ну, это же слухи. Ну, вы поймите, что ну, над Батэ всегда так витает, но, наверное, в прошлом году это как-то повлияло совсем плохо. Когда там переходы и в Шахтер были, да, понятно, что прямой конкурент, и мне это, конечно, очень не нравится. Но мы прекрасно понимаем, что и на Филипповича, и там на многих футболистов есть предложения, и, ну, многие хотят заполучить себе футболистов. Но здесь же как бы тоже не ярмарка, да, там команда, я считаю, что футбольный клуб Батэ всегда усиливался перед Еврокубками. Ну, не думаю, что кто-то должен забирать у нас футболистов, потому что у нас болельщики, нас ждут большие задачи. Так что предложения по многим, не только по нему есть. Тут достаточно, я знаю, 7 предложений точно железных есть. Так что, ну, по разным футболистам. Так что это нормально, это Батэ. Люди показывают достаточно неплохой уровень, так что и на это, конечно, всегда будет спрос. Так что нормально реагирую, просто прошу ребят, чтобы меньше отвлекались, потому что, ну, начинается это дергание, вбросы и так далее, и раскачивают, но футболисты профессионалы, и мы создаем коллектив, друг друга уважаем, и чтобы мы были одним единым, всегда это прошу ребят, не реагировать никак на это. Будет день, как говорится, будет пища.
по поводу трансферов.